Открывают совещание с подведения итогов ЕГЭ-2023. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев отмечает о высоком проведении единого государственного экзамена в прошлом году. Участники встречи – представители регионального министерства образования и науки. Досрочный период ЕГЭ для школьников начнется 20 марта. Экзамены пройдут в 84 регионах России. Весенняя волна, как ее в народе называют, она такая тренировка для нас, для федерального уровня, для региональных государственных экзаменационных комиссий, региональных министерств. Вот. Ну и наш визит, собственно, еще раз оговорить, какие есть проблемы, чем мы можем помочь. Есть у нас тоже материалы по тому, как говорят, совершенству нет предела, как еще более качественно проводить процедуру. Для Рособорнадзора главный лозунг, как бы там не пугали единым государственным экзаменом, это объективность и комфортность проведения для участников, для выпускников этого экзамена. Эсет Бокова отметила положительные результаты единых государственных экзаменов. В 2023 году 221 выпускник стал медалистом, из них 15 100-бальников. Кроме того, в среднем на 15% увеличилось количество школьников, выбирающих для сдачи ЕГЭ предметы технической направленности. В текущем году общее количество заявленных участников составляет 2427. Это выпускники текущего года, выпускники прошлых лет, выпускники, не завершившие обучение, также выпускники средних профессиональных образовательных организаций. С 22 марта по 22 апреля запланирован в республике досрочный этап. Полностью готовность республики 100% техническим направлением. В этом году развернуто 100 пунктов. Уже второй год мы ушли на новую технологию, печать сканирования в аудитории. Это стало благодаря возможному финансированию правительством республики. Там максимальное содействие оказанное Министерству финансов. Под своим контролем представитель правительства решал этот вопрос, за что огромное спасибо. Во все пункты проведения экзаменов, как и обычно, экзаменационные материалы будут доставлять по защищенным каналам. Откроет горячую линию Федеральный институт педагогических измерений, где можно получить консультацию, если возникают вопросы с оцениванием каких-то заданий. На совещании обратили внимание на необходимость тесного взаимодействия с правоохранительными органами и организациями энергоснабжения на местах, чтобы не допустить внештатных ситуаций для проведения экзаменов. Хава Гагиева, Мухаммад Дарсигов, Ахмед Парчиев, Магаз 24.